давайте начнем. Значит, вот какие вопросы для обсуждения мы предлагаем, имея в виду как раз работу с одаренными детьми в дистанционном формате. Хотя можно и другие вопросы затронуть. Вот. Ну, Анна, давайте мы не будем загорать. Вот 5 вопросов. Так, сейчас куда мы там? 5 вопросов, хорошее число 5. Ну, давайте с первого начнем. Какие формы работы с одаренными детьми возможны в дистанционном формате? Вообще возникает вопрос, возможно ли такой механический перенос опыта работы вживую вот в такой формат. Ну, напрашивается ответ, что механически не получается переносить, потому что мы лишаемся самого важного фактора вот, живого общения, непосредственного обучения, как говорится, когда ученик и наставник голова в голове сидят, и только таким образом так и передается все необходимое. Вот. Ну, давайте вам передадим эстафету, Анна Евгеньевна. Так, ну что ж, давайте я несколько слов, наверное, скажу о том, так, можно флешку будет протянуть или нет? Или там у вас на ней все? Вроде бы сюда скинули. Так, по поводу вот того, какие у нас формы работы с одаренными детьми используются. Ну, что я хочу сказать. Хотя действительно, вот в прошлом году мы столкнулись с такими трудностями, что у нас практически очные все формы работы у нас накрылись, и даже, как вы знаете, вот этого вот заключительного тура Олимпиады не было, отменили его в прошлом году, вот хотели тоже у нас провести, перенести вот на этот год. Но, тем не менее, для нас это было, может быть, менее болезненно, чем для многих других, потому что у нас дистанционные формы работы как с одаренными школьниками, так и со студентами активно применялись и до того. И вот у нас две формы работы, как-то много мы пробовали разных форм работы. У нас были и дистанционные школы на сайте, дистанционные школы по русскому языку, по другим предметам. У нас были и занятия в скайпе, в зуме, просто индивидуальные с одаренными детьми из других городов республики. Ну вот, две формы как-то у нас из всех были, так сказать, отобраны, сами по себе оказались отобраны. И прежде всего это у нас дистанционная олимпиада по русскому языку, Акнулинская олимпиада, так называемая. Тоже она проводилась по-разному. В итоге такая форма ее, так скажем, получилась. Сейчас я вам покажу. Так, минуточку. Форма в три этапа у нас она проводится теперь. Так, сейчас как ну, это имеется в виду наша университетская. Это наша университетская олимпиада. Сейчас я открою. Она практически по всем да, в том числе и по русскому языку. Да, где у нас флешку-то открыть? Сейчас, минуту. И победители этой олимпиады приобретают такое преимущественное право поступления именно в нашу. Так, сейчас, что-то не открывается. На файле внизу, рядом с флешкой. Нет, я даже открылась у вас флешка, вы же ее... Вот, сейчас будет все. Ага. Так, сейчас. Так, итак, у нас есть специальный сайт нашей олимпиады. Так, сейчас вот так он примерно выглядит. Так, что-то долго. Такого рода олимпиады, наверное, есть во многих. Да, наверное, да. Ну, везде по-разному это проводится. Да, вот так. F5 как тут делать. Сейчас, минуту. Да вот не хочет он чего-то. Ну ладно. Ну ладно, я думаю, что и так тут видно. Не хочет он опять нажимать. Ладно. Так, друзья, да, ну да. Давайте так. Спасибо. Итак, олимпиада наша проводится в 3 этапа. Первый этап представляет собой тестирование. Ну, такое, как скажем, вопросы такого эвристического характера, больше они, ну, они не очень, они разные по сложности, есть совсем простенькие, есть более-менее трудные вопросы, на, так скажем, больше на эрудицию лингвистику,
лингвистическую на сообразительность. И почему проводим в форме такого онлайн-тестирования, чтобы как можно более широко охватить школьников республики, желающих. И в лучшие времена у нас было до 3000 с лишним участников этой олимпиады по русскому языку. Да, с 5 по 11 класс. Ну вот, например, здесь вот есть, это просто опять же у нас сайт, какие вот есть предметы. Ну вот, например, видите, назовите автора самого авторитетного справочника по русской орфографии, пунктуации, законной практики. Ну понятно, что это Розенталь, да? Вот у нас задание, которое взято из тестов на IQ, ну вот так оно у нас приспособлено к лингвистике, то есть анаграмма лингвистических терминов обнаружит такое слово лишнее. Какого выразительного средства нет в данном тексте? Ну вот это у нас просто, на самом деле, все это должно быть без этих вот значков компьютерных, потому что здесь просто показано, как это видит администратор сайта, по-другому не получилось. Где есть, скажем, обстоятельства придаточной причины и так далее. У нас бывает количество вопросов где-то здесь от 15 до 25 вопросов, так, чтобы можно было за один урок с ними управиться. Затем второй у нас, в общем, этот тур у нас проводится автоматически, он у нас, так сказать, обрабатывается, и потом объявляются не только результаты, но и ответы тоже даются, но они здесь даются без объяснения, потому что, в общем-то, объяснение здесь понятно. Затем второй тур, на который мы специально людей не отбираем, то есть не запрещаем кому-то участвовать во втором и третьем туре, но у нас отсев происходит сам собой, потому что уже ребята чувствуют, что они не могут претендовать на то, чтобы стать призерами или победителями, и ко второму туру где-то у нас половина ребят уже отсеивается. Ну и на третий остается уже вот самое продвинутое, самое упорное, самое мотивированное. Второй тур у нас проводится уже в виде заданий с развернутым ответом, близких к олимпиадным заданиям. Так, сейчас попробуем показать. Так, где... нет, это уже у нас третий. Сейчас, минуточку. Что такое? Ну вот, видите, вот примерно такого типа задания, да? И когда, ну вот, например, разберите слова по составу современной исторической точки зрения, определите, какой часть речи, каким членом предложения является длительное слово в каждом случае, как заканчивается раньше пословица, там и так далее. То есть задание требует уже, ну, такой подготовки более основательной и проверяются уже экспертами непосредственно, да? И вот когда, что самое интересное, когда мы заканчиваем эту работу, проверяем, то у нас бывает обязательно работа над ошибками. То есть разбор всех типичных ошибок у нас вывешивается на сайте. Вот если я смогу показать, вот, сейчас нет у меня это в другом файлике, если я смогу, то я вам сейчас покажу вот образец работы над ошибками. Да, вот объясняется, но вот это уже достаточно у нас старые файлы, то есть за последние годы мы стали еще и указывать типичные ошибки и их разбирать. Вот если получится, сейчас покажу. Вот, то есть прямо показано, что вот у вас, ребята, были ошибки, опять то же самое. Вот, видите? Вот, например, вот так делается, да? То есть как у нас, какие были ошибки и как их разбирать. Что вот, скажем, какие слова в фонетической транскрипции выглядят так, вот, скажем, тянутся и тянутся, да? То есть здесь вот почему у нас, ну это для пятиклассников, поэтому и задание достаточно простенькое, ну и достаточно элементарные вещи разбираются в работе над ошибками. Как третий этап у нас идет задание приближенное. Вот если оно с 8 по 11 класс, то задание приближенное к работам ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, потому что мы считаем, что вот такая олимпиада, она не должна просто сама по себе быть, иметь какую-то самоценность, хотя у нас и даются дополнительные баллы победителям этой олимпиады при поступлении в наш университет, но не так уж много у нас поступает вот этих победителей, поэтому мы считаем, что этого недостаточно, и работа на олимпиаде должна помогать детям готовиться и к олимпиаде республиканской, то есть всероссийской олимпиаде по русскому языку и к другим конкурсам, и, конечно же, государственной аттестации, да? Поэтому вот смотрите, первый тур, он не имеет какой-то привязки к другим видам деятельности, второй тур, он у нас, конечно, привязан к подготовке к всероссийской олимпиаде школьников, вот получается и к муниципальному, и к региональному этапу, да, то есть там уже есть задания, скажем, по истории языка, там есть
задания у нас связанные с лексическим, семантическим анализом и так далее. Ну, а третий этап, он уже проводится после того, как прошел уже региональный тур, поэтому уже у нас здесь теряет несколько актуальность связь вот с Олимпиадой школьников, но актуализируется связь с государственной аттестацией. Поэтому вот посмотрите, для 10-11 классов у нас получается задание, связанное с сочинением ОГЭ. Сейчас я вам его тут покажу. Так, вот, видите, да? Вот, например, 11-7 класс, это у нас для маленьких, да, вот получается, для 6-7 классов. Напишите сочинение рассуждений на тему человека незаменимой профессии. Выберите одну из профессий, с языком и средством общения. Ученый, лингвист, переводчик, писатель и так далее. Ну и объясняется, как это все писать. Это у нас для младших. А вот для старших у нас, здесь нет. Получается, нужно написать какое-то сочинение в формате ОГЭ или ЕГЭ, и потом мы их подробно разбираем. Вот сейчас я покажу. Так, ну вот третий тур. То есть здесь задание в формате ЕГЭ по русскому языку с некоторым, так скажем, дополнительными какими-то заданиями они у нас идут. Вот текст, пишется сочинение, дается небольшое дополнительное задание, они его выполняют и получают как такой еще, во-первых, бесплатный прогон, как пробник по сочинению, ну и также по дополнительному заданию им ставится еще балл. Вот в такой форме, да? В итоге у нас остается на последний этап, ну, может быть, человек 50 в итоге отбирается из вот всей этой огромной массы и подводятся итоги по всем 3 этапам, да? Дети у нас довольны остаются этой работой, и учителя тоже. Есть учителя, с которыми мы работаем уже с 2012 года, и они остаются, сохраняют стойкую приверженность вот нашей этой работе. Второй вид работы у нас, который появился недавно, связан он у нас с Центром работы с одаренными детьми «Аврора». Вроде кто-то придет оттуда, не пришел никто из «Аврора»? Нет? Не смогли. Ну ладно. В общем, там у нас идут циклы видеоуроков. Вот в прошлом году мы готовили такой, во всяком случае, по русскому языку, про литературу Леонида Васильевна расскажет, что там было, а по русскому языку мы готовили цикл занятий, заказали нам из 15 уроков для учащихся 8-9 классов. Вот мы подготовили видеоуроки, которые записывались в специальной студии. Дети, тоже было у нас больше 1000 детей записались на эти уроки, они были бесплатные. Урок один от 15 до 40 минут получался. Ну как, там получается, если уроки очень большие, то в студии разбивали их на части. И поскольку время ограниченное, всего 15 таких уроков, ну вот мы подумали, и для 8-9-классников определили 3 модуля, 3 блока. Первый у нас был связан с фонетикой, графикой, орфографией, орфоэпией. Почему? Потому что уже дети успевают забыть это все к 8-9 классу, а на Олимпиаде, как вы сами знаете, у нас достаточно интересное, вот и в этом году, да, было достаточно интересное задание, хотя не очень сложное, связанное с фонетикой. Вот. Вообще эти вопросы по фонетике для школьников на Всероссийской Олимпиаде претерпели такое странное какое-то, скажем, странное преобразование, странную историю. Кто давно занимается Олимпиадами, наверное, заметили, да? Сначала были вообще крайне странные вопросы, которые невозможно было детям подготовить детей к решению. То есть они были ориентированы на диалекты, на устаревшие слова, да, на просторечие, то есть какие-то такие процессы, как, скажем, диерезы, эпинтезы, там вот все такие, метатеза. То есть, в принципе, детям откуда бы знать такие вещи, да? Мы же обычно этот литературный язык изучаем. Потом вопросы стали более связаны со школьной программой, но очень уж простые. Типа, найдите в таком-то там отрывке текста буквы из такого-то слова, там из слова «ночь», например. Ну, тут, в принципе, все понятно, но тут, в общем-то, и голову ломать не надо, и дети все эти задания очень легко выполняли, да? Потом перешли вот к современной форме заданий по фонетике, достаточно такой уже приемлемой, да? То есть, с одной стороны, вот последние несколько лет, наверное, замечали, да, вот на региональном, скажем, этапе, задания, с одной стороны, к школьной программе близкие, закономерности какие-то фонетики, использующие именно литературного языка, а с другой стороны они требуют логического мышления, да?
Вот. Итак, первый блок был связан с фонетикой, графикой, орфографией, второй блок был связан, конечно, с историей языка, потому что, опять же, трудно готовить нам ребят по истории языка, в программе школьной этого нет, то есть это все на откуп вам вот, дается, и удивляюсь, как вот вы можете действительно так продуктивно подготовить эффективно ребят именно к решению задач по истории языка, да, потому что начинать приходится просто с нуля здесь. Ну и третье — это синтаксис. Почему? Потому что как раз они изучают в 8-9 классе синтаксис, и потому что, опять же, если мы ориентируемся на ОГЭ, на ВПР по русскому языку, вот там заданий много как раз по синтаксису в это время. Ну и вот сейчас, наверное, покажу я какой-нибудь кусочек урока. Так, ну давайте, ага. Да, на сайте. А урок называется «Центр работы». Они есть в доступе, да? Да, да. Так, а что тут нет, что ли? Каждая — это одна большая тема и 5 маленьких. Ну вот, например, по воды. Почему? Потому что можно записывать звуковые колебания с помощью осциллографа. Вот на следующем слайде вы видите осциллограмму, то есть звуковые колебания у нас при помощи... Ну это объясняется здесь. Вот так 15 уроков. В студию ездили, записывали. Я пока ездила, школу сломала, потом уже из дома записывала. Вот приключения. Слово «Алина» у нас здесь не чем. Вот как раз на слайде вы видите движение органов речи, записанные. Ну ладно, догадались, да? Да, или вот у нас задание по истории языка идут. Сейчас Юлия тоже покажем, кто это может, да? Тут уже идет у нас история языка, например. Так, обратную связь сейчас покажу. Да, вот это да, самое интересное. Здесь у нас ну и так далее. Почему вот здесь я сейчас вам объясню, почему тут такой странный формат, почему так темно? Потому что там у них было такое ноу-хау в этой студии Аврора. Это была прозрачная доска, да? Вот, Динасиль, тоже надо видели, да? На которой мы писали все эти буквы, и поэтому вот соцзвуком было. Вот. И так далее, да? Вот такие всякие у нас здесь такая работа велась. Ну ладно, вы, наверное, поняли это. Так, ну и вот, да, сейчас. Когда ребята, записавшиеся, просматривали определенный урок, то им было дано задание, чтобы проконтролировать то, насколько они поняли то, что они сделали. Ну вот, например, задание такого типа. Ну вот это у нас фонетика, да? Скажем. Ну вот смотрите. Некоторые из них, кстати, брались из старых туров Всероссийской олимпиады школьников, некоторые мы сами делали, еще из, ну, например, по истории языка некоторые были известны вам всем пособие Келихова, да, вот по истории языка, ну, разные задания. Ну вот, например, определите звуки по описанию артикуляции, да, пишите звуки так и так. Ну, у нас, понимаете, было требование такое, чтобы без экспертной проверки у нас эти задания проверялись, то есть программированные, поэтому мы, конечно, были несколько здесь ограничены, да. Ну вот, вы помните задание заключительного этапа Олимпиады, определите звуки по их профилям, это вы тоже помните. Было такое задание несколько лет назад, да? То есть вот по кастам, положению органов речи, они должны были определить, какие же там у нас звуки, да? Ну вот как вы видели в начале, я им объясняла, то, как у нас, какие движения положения органов речи при произнесении того или иного звука, потому что в школе это все очень бегло изучается. И вот дети должны уже научиться все это определять сначала по описанию, так скажем, вербальному, а потом вот по картинке профиля. Так, ну вот, скажем, определить общий признак у всех звуков в группе, вот, скажем, смычные, двусонорные и так далее. Потому что, вы знаете, это не мы составляем, я лично в этом не участвовала, иногда только участвовала, в составлении заданий для муниципального этапа Олимпиады, а вот эти составители часто, у них странный такой подход, они берут какие-то элементарные вузовские знания, ну вот в частности вот классификация звуков там говорит, вот звуки там, скажем, г, к, х, га, какие, которые типа общий признак, скажем. Ну, естественно, что заднеязычные звуки, дети-то это так-то не знают, а вот
для студентов элементарные вещи. Поэтому вот такие вот вопросы для подготовки, в целях подготовки к муниципальному этапу, они оправданы. То есть вот весь этот материал и все эти задания, они не просто так берутся. Вот что-нибудь интересное рассказать там по фонетике, что-нибудь интересное по орфоэпии, а вот с конкретными целями. То есть мы изучаем конкретно материалы как муниципального этапа Олимпиады, так и регионального. Ну, отчасти и заключительного, но заключительно у нас мало людей выходит, поэтому больше вот эти два этапа. Также мы учитываем, что у нас бывает в школьной программе, что тут бывает на ОГЭ, что бывает на РПР, если да. И также мы изучаем какие-то вопросы культуры речи, вот какие у нас в основном там пробелы. То есть все это вот так учитывается. Решить фонетические пропорции, ну тоже для понимания признаков звуков важно, да? Скажем, отгадайте загадки, ну это вот такое уже задание облегченное. Ну вот возьмем и скажем историю языка, так, ну что у нас тут? Вот тут у нас что? Это у нас этимологические гнезда. Ну вот некоторые этимологические гнезда тоже вы, наверное, узнаете с регионального этапа Олимпиады, да? Вот эти этимологические гнезда мы уже тут сами попроще разработали, вот они, да? Вот этимологические гнезда и так далее, вот много их здесь разных. Вот это у нас обратная связь. Ну и вот как проверяем мы и определяем, дети сами могут определять, сколько они справятся с этим заданием. Так, пожалуй, все. Так, вопрос сейчас откроем. Ну, первый вопрос, вот держишь в голове, был связан с оптимальным, да. Нужно показать. Сейчас я сделаю. Формами организации работы в дистанционном формате. Может, вопросы какие-то есть по нашей работе? Может быть, уважаемые коллеги зададут? Да. Ну, вы поняли, что тут этап, процесс обучения, конечно, фигурирует, так же, как и промежуточный контроль. Ну, имитация все-таки какой-то обратной связи. Ну, почему же имитация-то уж сразу? Ну, это мое мнение, потому что... Нет, это не имитация, это какая-то обратная связь есть, я думаю. Обратная связь, она какая? Она ведь тоже автоматизированная. Ну, может быть, это специфика заданий. А ну, Гена, я вас не перебивала. Может быть, это специфика заданий по русскому языку, как, ну, это тоже свои преимущества имеет, а эта специфика имеет, потому что тесты, которые тут же проверяются, то есть результат видит и ребенок, и учитель, преподаватель, понимаете, это вот, как ни странно, вот вылезает такое преимущество дистанционной олимпиады, скажем так. Ну, скажем, контроль, который вот в живом формате организуется, здесь, конечно, присутствовать никак не может, хотя вот попытка, конечно, здесь тоже имеется. Вот и Анна Евгеньевна, и ее коллеги из кафедры русского языка очень много делают в этом плане. Видите, все ошибки анализируют, как бы справка аналитическая для детей составляется, типичные недочеты, типичные ошибки. Ну, это, конечно, вот полезно очень. Вот. Ну, а что вот вы скажете, посмотрев на эту часть, на наш опыт, связанный с Олимпиадой по русскому языку? Одну минуту еще раз скажу, хотя вы говорите, что это имитация обратной связи, но может быть отчасти она действительно не так хороша, не так активна, как могла бы быть, но без этой обратной связи, хотя бы вот в таком виде, в каком она есть, как сказать, наполовину, можно сказать, эффективность работы у нас снижается, понимаете? И когда мы эту обратную связь не даем, вот у нас были такие моменты, то сразу начинается уже другая обратная связь, да? То есть начинаются различные вопросы, а иногда и жалобы со стороны учителей. Вот у нас в районах такие активные учителя, и даже родители, особенно бабушки у нас почему-то, вот пишут письма: я бабушка там ученика там Ахметова, почему вы поставили ему такой-то балл, что он там неправильно ответил на такой-то вопрос, вот объясните, я считаю, что ответил на вопрос правильно. И тогда этим бабушкам и этим учителям нас приходится отвечать уже в индивидуальном порядке. Понимаете, да? То есть мы убедились на собственном опыте в том, что обратная связь необходима. Вы убедились, что мы предлагаем такие онлайн-уроки, целую серию, вот вместе с ресурсами для контроля, для проверки. Конечно,
возможно использование и интернет-пособий, онлайн-тренажеров. Не надо тут выдумывать, в интернете, как говорят дети, все есть. Только отбор нужен. Так же, как и использование энциклопедий, справочников в цифровом формате. Вот в этом плане вполне возможно. Ну, пожалуйста, коллеги, откликайтесь. У нас все-таки круглый стол. Вот внутренний голос мне подсказывает, что вы давно хотите. Пожалуйста, может, замечания какие-то или предложения? Наоборот, я только впитываю, что, как можно. Конечно, Уже нашла ваши руки, он я думаю, что очень хорошо, что напрямую можно. И даже вместе с детьми просматривать эти уроки. Я говорю, я сразу нашла в интернете, действительно есть. И я воспользуюсь вашим опытом обязательно. Спасибо, спасибо. А у вас какой опыт? Вы, простите, откуда? Рассказывала бы. Да. Такой опыт, небольшой, потому что, как ни печально нам, русский язык, не знаю, нас больше интересуется другими предметами. И русский язык как посадочный язык, поэтому, к сожалению, поэтому опыт у нас небольшой. Вроде бы по необходимости, поскольку государственная итоговая аттестация по русскому языку в приоритете, по необходимости дети должны интересоваться. Нет, не надо быть глубоко. Для Вот поэтому мы хотим связать немножко именно, хотим их связать между собой, чтобы у них мотивацию поддержать. Потому что у нас тоже бывают такие проблемы. Вот у нас был специальный класс по русскому языку и литературе в одной из наших гимназий. И туда... Попытка создания предуниверсального. Да. И вот у нас там были действительно достаточно сильные ученики из районов по русскому языку. И даже подготовили мы там одного призера, почти что победителя Олимпиады. Но потом-таки эти ученики разбежались и ни на какие филологические специальности поступать не стали. Одна вот девочка у нас, вот Светлана Горбик, сказала, что она решила посвятить себя экономике. Да, потом еще там был мальчик, что он на иностранный язык перебежал, потому что проблема понятная. Они не видят для себя никаких перспектив в будущем трудоустройства вот в этой специальности, да? Вот. А дети достаточно, сильные, да, достаточно... Понятно, да. Поэтому мы и хотим, чтобы они какую-то мотивацию реальную имели, да? Вот, чтобы они хотя бы вот и к аттестации готовились таким образом отчасти связать с этим, чтобы они имели какие-то баллы, которые, в портфолио что-то могли предъявить, а не просто вот так, из каких-то благородных побуждений только это учили. Да, понятно. Но все-таки у вас же вот они вышли на скоростение, то есть вы для них, видите, сделали все, что можно было, даже чтобы были того, наверное. Сейчас мотивацию можно создавать за счет лингвистического программирования, вот на этом упор делать. То есть связь, скажем, русского и литературы, на мой взгляд, сейчас очень далека. И задания, смотрите, даже олимпиадные, они связаны с математикой, вот эти математические методы в лингвистике, надо с этим идти. Ну так-то да. Классическая филология, конечно, это не перспективно для многих. Без литературы согласиться. Надо чем-то детей поймать, на какой-то крючок. Социолингвистика, Да. Но мой опыт показывает, что хорошо, я 12 лет занимаюсь олимпиадой, что хорошо занимаются высокие места именно сейчас не классические филологи, а те, кто успевает по биологии, по химии, почему-то связь с химией. Вот химия очень понимает, математика, физики. Это же лингвистические задачи, это не решать задачи. И не только, да, смотрите, что важно, у нас Да, это такая вот тенденция. Ну, это, видимо, Кстати, многогранное развитие. интересное предложение, вот ваше, действительно, обратите внимание, что задачи должны быть смешанного характера больше, да? Наверное, вы правы, да, вы сами откуда? Киевская область. Предложение такое. Действительно, очень верное замечание, надо как-то модернизировать, все-таки учитывать то, что это дети уже
современные, у них своя субкультура, вот, свои представления уже о том, что нужно, не нужно. Да. Элементарно, как правило, если что-то включается в социум, отдельная структура, там дети 12. Биология и химия, они это самая статичная группа, которая не переходит. И потом уже гуманитарный класс, это те, кто не сложилось ни с математикой, ни с физикой, ни с географией, ни с экономикой. Из этого класса буквально 2-3, которые что одарены. Вот, но я их цепляю даже не с помощью визиажа, а с помощью проектной деятельности. Вот проектную деятельность мне удается организовать дистанционно даже. А вот дистанционно проектную деятельность как вы Я организуете? могу Может, расписать мне несколько своих проектов. Там я выкладываю пошаговые инструкции с объяснениями, с роликами, с какими-то типовыми вещами. Я с некоторыми проектами, что на уровне края. То есть у меня прям есть, например, дети, которые из других школ, из деревень, поселков, но как и сам зацепил проект создания книг настольных по мотивам произведений. А это вообще типа ваша волная деятельность, она позволяет нам выстраивать шаги. Первый шаг мы делаем вот это, второй шаг мы делаем это, и каждый шаг у нас расписан. То есть опыт такой есть уже, но опять Еще вот обратите внимание с использованием компьютерных обязательно, потому что все равно, ну, конечно, вебинар заведешь с ними раз в 2 недели, но инструкция, как что сделать, они все, конечно, на сайте. А вот если дети слабые, компьютерные технологии не осваивают нормально, что ли? Программирование. Современные дети технологии есть отдельный проект социальной сети литературный герой. Там статутарная сеть социальная, но заходишь как герой, полностью анализируешь произведение, там аккаунт разложен прямо На готовой базе уже получается. мы сами Если вот делаем. настольные игры, они сами делают базу для настольных игр? Да. Они сами, первый этап проекта техническое задание, то есть они уже прописывают технологию изготовления и маршруты, а второй этап это уже процесс. Нужно будет заказать. Совсем слабый ребенок не составит компьютерную игру. Как это? Настольные обычные. Настольные, да. Компьютерные как раз и заинтересуют современных школьников. Ну и система QR-кода, можно получить доступную информацию. Спасибо, спасибо. Кто еще хочет высказаться, даже не только по первому вопросу, вот по всем 5, если у вас какие-то соображения возникли, вот, пожалуйста, коллеги. Все очень просто. Ну, видимо, второй вопрос, он достаточно риторический, естественно, отличается, так? Отличается. И я думаю, что закономерно здесь будет выход на смешанное обучение, чтобы преимущества и офлайн, и онлайн использовать. Так ведь? Нельзя еще полагать, что вот наш опыт дистанционной работы теперь, слава богу, в прошлом, ну, надеюсь, вот в таком масштабе объеме не повторится, то, чему мы научились делать, надо сохранить и вот в офлайн формате, конечно. Можно я про это скажу два слова по поводу вот второго вопроса? У нас же есть не только дистанционная форма работы, но при нашем университете есть такой центр, как сказать, база для работы с одаренными школьниками за городом, в селе Салихово. Вот. Там у нас такое, ну, я не знаю, что там раньше было, но вот после ремонта устроили там такую, как сказать, базу, как лагерь для детей, да? Едешь из Уфы в Чеширский район, это не так легко. Где-то минут 40 там, это родина пустая, Халима. Едешь, все поля, лесочки, и вдруг дворец. Вот это вот лагерь. Да, вот, и туда обычно мы отбираем детей, как раз победителей, призеров вот этого нашего конкурса, олимпиады дистанционной, и к ним, ну, поскольку их не так много там может приехать, добавляют к ним, они бесплатно у нас ездят, добавляют к ним еще детей желающих, тех, которых посылают у нас районные отделы образования, они уже оплачивают им, и какие-то за свой счет уже приезжают тоже ребята у нас и из Уфы, и из других городов. И вот вы знаете, вот я с ними работаю, разница видна. С
теми, кто вот уже работал на Олимпиаде, дистанционных наших видах работы, и кто приехал просто своим ходом вот так. То есть, когда мы начинаем вместе обсуждать все это, а там другие формы работы, то есть мы знакомим, например, с различными источниками, вот, книгами по русскому языку, тем, что вот как раз вот, которые вот готовятся к Олимпиаде, мы по культуре вечера проходим работу, по как раз же вот по психолингвистике там и так далее. Разница очень видна. Те, кто вот проходил у нас 3 тура Олимпиады, и кто приехал просто так. Последние, они иногда там 2 слов связать не могут, глазами хлопают, а ребята, которые вот были на Олимпиадах, они уже знают, что сказать. И иногда вот я даже знаю, вы вот от такого учителя? Они говорят, да. Я говорю, ну вот уже старые знакомые наши. То есть учителя уже сами знают, как работать, как готовиться после нашего проекта. Ну, вообще, вот хотелось бы подчеркнуть, что в нашей республике патриотами, которые мы, естественно, являемся, много внимания стараются уделять именно одаренным детям. По крайней мере, вот специальный центр «Аврора» создали большой. Ну и вот этот лагерь при нашем университете, как он называется, это СОЦ, как социально-образовательный какой-то там центр. Ну, до пандемии очень активно там Использовался, да, активно использовался, но сейчас пока вот пауза, но летом уже опять будут объезды, смены и так далее. Вот там как в санатории дети живут, и одновременно вот учатся. Ну, давайте посмотрим на следующие вопросы. Тоже они как бы даже не совсем проблемные. Групповая и индивидуальная работа с одаренными детьми предпочтительнее. Я считаю, полагаю, что, конечно же, индивидуальность более эффективная, результативная, вот, но она затратная достаточно, как вы понимаете, хотя бы 5-й год я отметила, чем ближе к заключительному этапу, тем меньше детей и остается, и вот с этими детками, звездочками-то и приходится работать. Ну, даже в дистанционном формате удается. Вот я до сих пор вот занимаюсь с победителем Республиканской олимпиады по русской литературе, который тоже вот скоро поедет на заключительный этап в Сочи, кажется. Квартет. Ничего, нормально получается. Вот. Ну, сервисов очень много, тут ряд открытый, так сказать, и вы, наверное, сами активно их используете. Вот, действительно, многое можно найти, особенно вот интересные эти компьютерные программы на компактных дисках. И вы, наверное, тоже знаете про московские сайты образовательные, да? Москва богатая тоже не жалеет денег, поддерживает вот эти сайты по всем предметам, готовых к олимпиадам. Там есть чему поучиться, что взять. Ну, опытом подготовки одаренных детей к олимпиадам вы, надеюсь, еще поделитесь, а я вот хочу сейчас вслед за Анной Евгеньевной тоже показать, что вот мы на кафедре сделали, какие уроки. Ну, я немножко скептически, конечно, отношусь к таким видеоурокам. Вот, во время вот такого вот дистанционного обучения мне очень не хватало, так же, как и вам, живого общения со студентами. Мы друг по другу очень соскучились, хотя и конференции в Zoom, занятия, все проводили, вот, но это не то. Все равно не то, особенно когда это занятие по литературе. Вы же понимаете, и много-много там голов, вот, кто-то выходит, кто-то появляется, вот не знаешь, кто тебя слушает, кто не слушает и так далее. Ну, мы всегда с студентами смеемся, что как вот было это, рассылались по интернету, как спиритический сеанс, похоже такое, Маша, ты с нами, Маша, ты нас слышишь, ответь, Маша, да, вот видели вы, да, эту картинку? И мы всегда знаем про это. И они смеются тоже сами, дети, потому что понимают. Ну вот тоже урок.
уже остался голос за кадром, чтобы все внимание уже на саму презентацию. Это просто вызывает получается как радио телевизор. Вот есть. Как вы видите, материал не самый элементарный, все-таки вам нужно показать Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Думала о любви. Теперь же, видите, она уже зрела в возрасте, можно сказать, почти старости, говорит другому. Теперь же я люблю только думать. Вот думала о любви, люблю думать. Ну, зеркальную перестановку вы видите. Это хиазм. Ну вот, да. Ну, она следует после анафоры, это как бы обратная фигура речи. Если анафора — это видимо начало, знаковое начало, то дифора — это знаковое Я закрыть не могу, хочу закрыть. Ну, вы увидели, что тут вот голос за кадром, комментирующий слайд 1 и слайд, последовательно слайды презентации. Принцип оформления слайдов вы тоже увидели. Термин, определение, обязательно какая-то картинка и примеры. Ну, по крайней мере, вот такая комплексная подача материала, она позволяет его легче и лучше усвоить. Вот таким образом.
помню, этому контингенту, который смотрит вот эти уроки и в олимпиадах участвует, не только что материал усложненного уровня по выразительным средствам нужен, но и самый элементарный. И вот у нас на Акулинской олимпиаде по русскому языку уже на первом этапе, вот в этом тестовом формате, обязательно есть одно задание для каждого класса на выразительные средства, да? То есть дается какой-то текст, какие там средства выразительные есть, скажем, каких нет, и не очень успешно, но процент выполнения не такой уж высокий, да? Вот. И когда приходят вот люди нам, так сказать, ну, такие неподготовленные, свеженькие, приходят, скажем, на курсы по подготовке по ГЭ или ЕГЭ, то мы видим, что не очень хорошо они в этом материале разбираются. Хотя, казалось бы, школьный материал-то, простейший материал. Но вот они какие-то элементарные вот эти средства выразительности, они иногда не могут, не знают, не знакомы с ними. Хотя это, конечно, универсальный Да, такой в принципе. учебный материал и для олимпиады по русскому языку, по литературе, и для ОГЭ и ЕГЭ. Вот все это активно используется. Ну и потом, даже исходя из чисто житейских соображений, владение вот этими риторическими художественными средствами очень важно для каждого человека. Это украшает речь, это говорит об уровне развития ее и так далее. В общем, видите, приходится материал отбирать, хотя, казалось бы, дистанционная работа не так ограничена во времени, как очная, но на самом деле приходится все-таки жесткий отбор материалов производить. И вот приходится думать, какой материал рассмотреть, какой материал не рассматривать. И вот этот отбор, он является результатом опыта многолетнего и таких раздумий серьезных. Что вот взять именно то, что детям больше пригодится. Ну, если вот вы посчитаете для себя полезным представленный опыт, вот коллега уже сориентировалась Махов на сайте Центра развития одаренности «Аврора». Все это можно найти, доступ достаточно легкий, так, ничего сложного. А вы на сайт Акулинской олимпиады тоже зайдите, там адрес у нас, адрес есть на этом сайте, нет? Там У старый... вас на следующем слайде ссылочка. Да, вот сейчас ссылочку. Это как раз на Аврору, где Это на Аврору ссылочка, можно, Ольга Васильевна, да? Да. Вот она, это на Аврору идет. А вот на Акулинскую олимпиаду у нас там Это надо зайти на сайт ПГПУ, открыть строчку «Акулинская олимпиада», ну и тоже... Лучше отдельно, так, www.distalink.bspru.ru. Тут вот написать только на этом, ну тут писать-то чем? Ручка есть? Ну давайте я вам тут напишу. Так, bspru.ru, это легко запомнить. Сейчас. Так. Крупно пишите тогда. Ну ладно, попробуем. Зачем видите, да. bspru.ru, да, вот оно идет, да? bspru.ru, да? Это Б там, да? Извините, это я просто неправильно написала. Дистолин, а может быть оно у меня есть на презентации? Но я БСПУ, да. Так, и извините, да. И вот там у нас старые задания, я так, по-моему, их можно оттуда скачать, они там висят, старые задания, да? Можно там с ними ознакомиться. Вот, и еще, так, сейчас, как я попробую его открыть, если у меня это удастся. Сейчас, извините, что-то я хотела сказать. И у нас участники олимпиады есть, не только наши из Башкирии. У нас бывает там участники со всех концов России, правда, понемножку. Из Мурманска, из Владивостока там были, откуда-то из Абхазии, из Петербурга были отдельные люди. Но вот, к сожалению, как мы удивляемся, почему-то уфимцев у нас немного, да, Валентина Васильевна? У вас много уфимцев по литературе на Акулинской олимпиаде? У нас почему-то больше из районов народу. То есть, Анна, можно надеяться, что благодаря нашему кстати, это может быть для интереса захочется пройдет по всей Руси великой, да? Вот каждый год у нас человек по 5, побольше, по
Теперь, коллеги, давайте решим. Мы еще продолжаем разговор в рамках круглого стола? Или у вас скоро обеденный перерыв и обед? Да, как говорил русский философ. Один русский философ, какие-то идеи вы решили, теперь можно и чай попить. Да? До которого часа у вас обед? А после 12, после обеда мы приготовим вам сюрприз. Сюрприз. Да. Ну, во-первых, вам надо включить удостоверение, ну и потом